Продолжаем выпуск. Строительство маслоэкстракционного завода, объектов Академии Нацгвардии, физкультурно-оздоровительного комплекса и 2 школ в микрорайоне Береке проинспектировал глава региона Гауес Нурмухамбетов. Также он ознакомился с деятельностью Северо-Казахстанского научно-исследовательского института сельского хозяйства и Ассамблеи народа Казахстана. Смотрим сюжет. Первым объектом посещения Гауеса Нурмухамбетова стала областная ассамблея народа Казахстана. Ее деятельность направлена на сохранение и укрепление единства и согласия в обществе. Главе региона провели экскурсию, показали, где размещаются этнокультурные центры, рассказали о проводимой работе. Также Аким Искоу лично встретился с членами Дома дружбы. В ходе беседы они задали ему волнующие вопросы. Гауес Турсанович поблагодарил их за вклад и отметил важность проводимой ими работы. Уважаемые участники встречи, я хочу выразить вам огромную благодарность за ваш труд. Вы делаете большую работу для сохранения стабильности и единства мира. Вы способствуете развитию этнокультурной, языковой самобытности этносов. Это очень важно. Большое спасибо за вашу работу. После глава региона отправился в микрорайон Береке, где идет большая стройка. Возводятся важные социальные объекты. На этот раз Аким проинспектировал работу по строительству коррекционной школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом для 50 человек. Свои двери образовательные учреждения откроют уже в следующем году. Строительством занимается ТО «Биркел», а благоустройство и инженерные сети проектирует еще на стадии проектирования. Фирма с Чемкента выиграла. У нас до января месяца у них с ними договор на разработку ПСД. У нас дача на следующий год? Дача на следующий. Рядом с этим объектом появится еще одна школа. Работы по ее возведению уже тоже начались. С ними также знакомился глава региона. После Гауес Турсанович отправился проинспектировать работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Он будет способствовать популяризации здорового образа жизни среди населения стремительно развивающегося микрорайона Береке. Здесь будет у нас основной многофункциональный зал. Будет зал борьбы, зал бокса, тренажерный зал для населения и для учебно-тренировочных занятий по ОФП. И планируем также в цокольном этаже разместить велобазу. То есть позволит развивать более 10 видов спорта. Далее Аким посетил маслоэкстракционный завод. Работы по возведению уже завершаются, и в следующем году планируется его запуск. Производство будет практически безотходным. Перерабатывать здесь планируют сою, рапс, лен и подсолнечник. Гендиректор ТО выразил уверенность в том, что, учитывая посевную площадь региона, проблем с загруженностью завода не будет. 360 тысяч тонн по году мы будем маслосемян перерабатывать. В течение 2-3 лет мы выйдем уже на проектную мощность. Завод по оснащенности, он, будем говорить, уникален. Уникален в чем? Что это современно, это как бы передовые технологии. Во-первых, это мировые марки Бюллер, ThyssenKrupp. Завод также будет производить высокопротеиновые кормовые добавки, жмых и шрот. Новое предприятие создаст более 200 рабочих мест. Ознакомился Гауес Турсанович и с работой завода ТО «Маслодел» по выпуску молочной продукции. Производим 150 тонн молока натурального Петропавловского. Может, вы знаете. Сколько вы храните? 6 месяцев. 6 месяцев, вот так вот. Да. За счет высокой пастеризации у нас получается высокий срок хранения. Следующим объектом посещения Акимобласти стала Академия Национальной гвардии. Здесь вскоре появится сразу несколько новых зданий. Казарма на 660 мест с тиром на цокольном этаже площадью 12 тысяч квадратных метров. Учебный корпус, в котором будет находиться музей, библиотека, клуб на 800 мест площадью 3500 квадратов. Также построят спорт-объект. Здесь будут представлены различные спортивные площадки для бокса, для секций и для мини-футбола. Также будут представлены мини-бассейны для личного состава. Стоимость проекта в целом составляет на сегодняшний день 10,8 миллиардов тенге. На сегодняшний день проект с учетом удорожания работы строительных материалов находится на корректировке. Ориентировочное увеличение суммы 4,8 миллиардов тенге. Совершить работы планируют в 2025 году. Далее Аким посетил Северо-Казахстанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Здесь занимаются изучением и созданием инновационных разработок в растениеводстве, животноводстве, птицеводстве. Достижениями поделились с главой региона.